20 сентября Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля откроет юбилейный 90-й сезон недавней премьерой. Драматической фантазии Михаила Башкирова по мотивам одноименного мифологического романа народного писателя Чувашии Михаила Юхма «Кукушкины слезы». Режиссер этой постановки – заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия Борис Манджиев. Это история человека, который оторвался от своей родины. Много внимания здесь уделяется чувашской поэзии и фольклору. Это станет только началом увлекательного путешествия в мир театрального искусства для ребят и взрослых. Премьера 12 месяцев. Это у нас будет приглашенный режиссер ставит из Санкт-Петербурга Дмитрий Сарвин, молодой режиссер. Его команда. Команда его. Он уже приезжал, мы с ним побеседовали, он 3 дня побыл тут, обещал вернуться. Так что, я думаю, хороший будет спектакль. А Новый год все-таки, я бы назвал даже вот этот 90-й сезон годом Сеспеля, для театра Сеспеля. Потому что у нас в планах еще в новом году поставить уже полноценный спектакль о Сеспеле. Мы как бы работаем с очень хорошим одним драматургом вместе над этой пьесой. А в октябре состоится премьера театрально-поэтического перформанса «Сеспель». В основу сценографии лягут работы заслуженного художника Чувашской республики Георгия Фомерякова. Кроме того, зрителей ожидает возрожденная молодежная пьеса «Города одиночества» автора Олега Охотникова. В свое время этот спектакль ставил режиссер Иосиф Дмитриев. А теперь этот материал переосмыслил Байрас Ибрагимов. Отец сказал, что я в край оборзел и нужно делами заниматься. Нормально, да? Не беременная такая наша шпилька. Я говорю, ну с какой радостью я должна тебе выступать? А она мне говорит, ну я же красивее тебя. О, я тут вообще в осадок выпала. Кроме того, с 14 по 20 ноября в театре пройдет межрегиональная лаборатория детской национальной драматургии и образовательный форум с приглашенными специалистами. Для старшеклассников готовим еще один проект «Лаборатория артиста». И мы в этом году впервые запускаем проект «Киношкола». Проект показ кино по темам с обсуждениями для школ, для СУЗов и вузов. И будут мастер-классы ведущих мастеров России в рамках образовательного форума. Это киноактеры могут быть деятели искусств России. В этом году мы проводим 2-й раз образовательный форум. Форум пройдет с 16 по 20 ноября. Этого года. Для ребят, которые хотят учиться актерскому мастерству, ТЮЗ тоже приготовил интересные проекты. Например, проект ТЮЗ+. ТЮЗ+. Что туда входит? Это наши проекты для маленьких детей. Первое – это театральная студия. С этого года мы набираем детей только с 7 лет и до 14. У нас очень жесткий отбор начался. 7 сентября набор еще идет. На данный момент там 15 детей пока. И мы планируем с этими детьми тоже детские постановки, которые войдут в репертуар нашего театра от 0+ до 3+, либо 3+. Это, возможно, будет «Алиса в стране чудес» или мюзикл «Волки, 7 козлят». Не знаю, но мы будем вводить такую работу и постараемся сделать это к 2023 году. Театр открывает свои двери. Начинается волшебство. Нужно лишь успеть забронировать билеты. Но артисты больше всего ждут искренних аплодисментов. И еще раз напомним, что молодые зрители от 14 до 22 лет могут посещать спектакли по пушкинской карте. Елена Яковлева, Борис Андреев. «Жизнь столицы».